Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе День адыгского флага в Абхазии. В Сухуме прошли торжественные мероприятия. 3 дня в Израиле абхазские паломники участвуют в предпасхальных торжествах в Иерусалиме. Пасхальная ярмарка, выставка изделий народного творчества в Сухуме. 25 апреля черкесы всего мира празднуют 186-летие адыгского черкесского флага. Адыгская черкесская общественность Абхазии впервые отмечает этот день в Сухуме. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы и продолжились концертом в Музее боевой славы имени Владислава Арзанова. Более 6 миллионов предков адыгов, живущих в более чем 50 странах мира, празднуют День национального флага. Существует несколько версий происхождения адыгского флага. По основным из них этот символ появился в 1830 году. Флаг, на зеленом поле которого изображены 3 скрещенные стрелы и 12 звезд, по числу основных черкесских субэтнических групп, был изготовлен в Великобритании и привезен в Западную Черкесию шотландским дипломатом и писателем Дэвидом Урквартом. Более 100 лет после окончания Кавказской войны изображение флага адыгов считалось утраченным, пока не было обнаружено в книге английского путешественника Спенсера «Путешествие в Черкесию, Крым, Татарию». В конце 80-х годов 20 века черкесский флаг был восстановлен и впервые представлен общественности на учредительном съезде Адыга-Хасы Республики Адыгея. В этом году День адыгского флага в Абхазии отмечается впервые. Организаторы праздника – потомки черкесских иммигрантов, репатрианты из Сирии и Турции при поддержке общественной организации Адыга-Хасы в Абхазии. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику в Парке боевой славы. Продолжилось в актовом зале Государственного музея боевой славы имени Арзанова. Среди гостей представители республик Северного Кавказа, руководство страны, репатрианты. Сегодня мы собрались здесь и разные Северного Кавказа и из Абхазии, со всех сторон отмечать этот день. Мы считаем этот день очень важный день для адыго-абхазской нации и говорит о том, что мы все корень один, мы все братья, сплоченно и дружно, и в перспективе всегда мы должны быть вместе. Вот этот день мы отмечаем сегодня. Студенты АГУ, потомки репатриантов, специально к мероприятию подготовили народные песни и танцы, которые были тепло встречены зрителями. Зачитывались поздравления из братских республик Северного Кавказа. Организаторы и участники торжества уверены, цель мероприятия – знакомство и приобщение к культуре адыгов, чтобы показать родство и близость наших народов, достигнута. День адыгского флага 25 апреля. Везде это отмечается, во всем мире, где они разбросаны, адыги и абхазы, отмечается этот день. И сегодня решили мы отмечать впервые здесь, на историческом родине. Многие участники в этой мероприятии из диаспоры, репатрианты из Сирии, из Турции. Сегодня хотели мы делиться самым близким народом, братским народом абхазами. И адыги, вот сегодня для вас такой праздник. Мероприятие завершилось шествием с абхазскими и адыгскими флагами по набережной от Музея боевой славы до памятника Махаджирам. Празднование Дня адыгского флага станет традиционным и отныне будет отмечаться в Абхазии каждый год. С 21 апреля Торгово-промышленная палата Республики Абхазия принимала участие в международной туристической выставке «Метубис» в городе Будва в Черногории. К концу второго выставочного дня одетые в гражданскую одежду представители силовых структур по указанию МИД Черногории попросили абхазскую делегацию незамедлительно покинуть выставочный комплекс. При этом они ссылались на протест Грузии по поводу участия Абхазии в выставке как независимого государства. В связи с инцидентом МИД Абхазии выступила с заявлением, в котором категорически осуждает подобные действия Грузии, направленные на международную изоляцию нашей страны. Внешнеполитическое ведомство республики считает, что попытки Грузии по противодействию любым гуманитарным, культурным, спортивным и торговым инициативам Абхазии за рубежом демонстрируют неспособность Тбилиси признавать сложившиеся политические реалии и вести отношения с абхазской стороной в цивилизованном русле. Грузия должна наконец понять, что ей не удастся в 21 веке построить Берлинскую стену вокруг Абхазии, подчеркивается в документе МИД.
МИД Абхазии заявляет, что провокационные действия Грузии не останутся без реагирования и не могут не повлиять на процесс возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Исполняющая обязанности заместителя генерального прокурора Абхазии Нонна Эстмыр утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Астамура Оторба по статье «Клевета», содержащаяся в публичном выступлении в средствах массовой информации Уголовного кодекса Республики Абхазия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 40 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3 лет. Предварительным следствием Оторба предъявлено обвинение в распространении заведомо ложных сведений, в которых содержались утверждения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию премьер-министра Республики Абхазия Артура Миквабия. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сухумский городской суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Уже третий день абхазские паломники находятся на Святой Земле Иерусалима, участвуя в предпасхальных торжествах. В числе паломников и наш корреспондент Манана Кокускир. Смотрите присланный ею материал из Израиля. Абхазские паломники во второй день пребывания на Святой Земле присутствовали на божественной литургии в Вифании, в монастыре Святого Лазаря. Храм стоит на месте встречи Христа и Марии, которая, горестно плача, сообщила Спасителю, что ее брат Лазарь умер и уже 4-й день лежит в гробнице. Иисус утешил ее, сказав: «Если будешь веровать, увидишь славу Божью». Иисус воскресил Лазаря к большой радости сестер и близких. И это чудо воскресения вот уже 2 тысячелетия празднует православная церковь. Богослужение вел иерусалимский патриарх Феофил III. Служба звучала на греческом, латинском, арабском и русском языках. Паломники из Абхазии исповедались и причастились. Затем вся процессия направилась к гробнице святого Лазаря. Православные христиане крестным ходом зашли на гору, где когда-то в гробнице лежал Лазарь. Абхазские паломники спустились в гробницу глубоко под землей и попросили у святого Лазаря молитв перед Спасителем. Православное население Иерусалима накануне вербного воскресения собралось на площадке греческого монастыря. Народ пришел в праздничных одеждах, держа в руках кресты и пальмовые ветви. Затем процессия обогнула Масличную гору. Каждый народ пел свои песнопения, и все сливалось в одну большую православную молитву. Абхазская делегация пела «Три святое» на родном языке. Постепенно процессия вышла на знаменитую Виа Долороса – скорбный путь Христа. Остановки делались на знаковых местах. Дом Пресвятой Богородицы, комната, где она родилась и где жили ее родители Иоаким и Анна. Следующая остановка – темница Христа, куда его заточили до распятия. Вечером в субботу в храме гроба Господня прошла божественная литургия, в которой принял участие абхазский священник отец Далмат и абхазские паломники. Служба началась в полночь и закончилась в 4 часа утра. Песнопения исполнялись на 3 языках – греческом, сербском и русском. В конце богослужения несколько священников причастили народ, стоящий в храме. Утро вербного воскресенья абхазские паломники встретили в Назарете, у источника Благовещения. Здесь уже шла арабская христианская служба. В гроте, прямо над источником, провели молебен. Согласно Евангелию, у этого источника архангел Гавриил сообщил Богородице о рождении Спасителя мира. Затем делегация отправилась в Кану Галилейскую. Русские и абхазские священники провели молебен в храме апостола Симона Канонита. Храм стоит на месте, где когда-то было совершено чудо претворения воды в вино. Симон Канонит является просветителем Абхазии. Согласно Евангелию, Симон Канонит взял на себя жребий Богородицы и отправился в далекую Абхазию, чтобы нести свет евангельской правды. Однако, как и все апостолы, принял мученический венец и был похоронен в земле Абхазии.
К другим новостям. Выставка-ярмарка изделий народного творчества состоялась в центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба. Абхазские умельцы представили изделия из дерева, бисера и мыла, а также мягкие игрушки. Об этом наш следующий сюжет. Изготовлением изделий из дерева Андрей Абрамян занимается с юного возраста. Большое впечатление на него произвели увиденные еще тогда работы именитых мастеров художественного выпиливания. Он время от времени стал создавать различные изделия, просто так, для души. За 4 года хобби превратилось в основное занятие, и сегодня у Анри уже сотни поделок. Большая часть в единственном экземпляре. Его работы привлекли внимание, и нередко Анри просят изготовить что-нибудь особенное. Смотрите, здесь написано Абхазия, здесь может быть написано на английском Абхазия. Здесь кроме ладошки со звездочками, здесь еще написано. Здесь может быть, допустим, у меня есть в Инстаграме джигит танцы, допустим. Здесь можно по контуру вырезать либо здесь карту Абхазии, например. У нас Абхазия, ценится вино. Вот поэтому потихоньку пришел к тому, что лучше всего сделать такие из простого материала. На данный момент это фанера. То есть можно покрыть любым бейцем, то есть морилкой. И, соответственно, придать любой цвет. Я думаю, что подарок будет классный. На выставку в центре имени Зураба Ачба молодой умелец принес лишь небольшую часть своих работ. К примеру, эту вывеску «Я люблю Сухум» купить у автора мы так и не смогли. А вот все остальное – пожалуйста. Пока у Анри нет места, где каждый желающий смог бы приобрести понравившуюся вещь. На сегодняшний день лицезреть его поделки и заказать что-то эксклюзивное можно лишь на его страничке в Инстаграм. В отличие от Анри, работы Анны Шахбазян найти где-либо невозможно. Свое пристрастие она пока не превратила в крупное хобби. Эти удивительные букеты пахнут посильнее роскошных цветов. И мало кто может догадаться, из чего они сделаны. Это мыло. Помимо ценности эстетической, его можно использовать и по прямому назначению. Созданием таких поделок из мыла Анна увлеклась после выхода на пенсию. Творческая натура педагога по музыке требовала самовыражения. Вот и появились на свет такие необычные букеты. И это не единственное направление, которым увлекается женщина. Создание картин из бисера, детских одеял – это лишь немногое, что ей удалось принести на выставку. Мода пошла на мыло. Только это и озарила, продумала, приступила. Очень долго мучились, очень долго, потому что это очень кропотливый. Мне легче было сделать из бисера картину, почему-то быстрее и легче к этому пришла. А вот это очень долго приходило. Очень нравится мне, успокаивает. Вы знаете, память развивает. Получается то, что я не прозябаю, а я, наоборот, расцветаю. Эти работы приносят радость, они для души, уверена директор центра Далила Пиля. Тот факт, что люди не имеют возможность выставлять свои поделки, ее, конечно же, огорчает. Потому она решила предоставить зал центра для выставки. Мы очень давно практикуем выставки к Новому году, к 8 марта, к Дню защиты детей. Ну, а сейчас родилась идея пасхальную ярмарку сделать. Нам очень приятно, что мы имеем возможность предоставить им площадку, где они могут выставить свою работу, чтобы пришли люди, кому это интересно, кто любит ценить. Здесь же не все покупают, приходят посмотреть, получить удовольствие от красоты. Нам это очень приятно, что есть такая возможность. Самой младшей участнице выставки ярмарки всего 7. И если она занимается любимым увлечением всего ничего, то здесь есть мастера, которые любимому хобби отдают не только все свое время, но и знания. Организаторы надеются, что подобные мероприятия станут традиционными в нашей стране, и жители Абхазии смогут больше узнать о работах тех, для кого хобби уже давно перестало быть просто увлечением. Нисфа Аршба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд «Абхазия» передал офисную технику 2 школам сел Баслаху и Акваске. Это несколько компьютеров, принтер и видеопроектор. Фонд «Абхазия» существует уже 2 года. За это время проделана большая работа. Фонд оказывает материальную помощь школам, обеспечивая их компьютерной техникой. За 2 года помощь была оказана 9 школам восточных районов страны. На все это было выделено более 1 миллиона рублей. Фонд «Абхазия» продолжает свою благотворительную акцию.
В планах у нас сегодня еще Бедийская, Моковская школа, помимо этих вот двух школ, которые мы сегодня одариваем. И далее у нас Кынхская школа, Кварчальские школы, в Гальском районе школы. И далее это, конечно, будет длиться вот, по мере возможности нашей. В сельских школах отмечают значимость данного проекта и выразили огромную благодарность его организаторам. Это для нас это большой подарок и от дирекции школы, и от учащихся, от педагогического коллектива. Огромное вам спасибо. Это как подарок в самом деле. И дети рады будут, и мы очень рады. У нас это подарок первый. 23 апреля во дворе спорта имени Сергея Багапш прошел 9-й международный шахматный турнир «Аквафон Open». По традиции турнир проходил в течение 2 дней. В нем приняли участие шахматисты разных возрастов. Вот уже 9 лет подряд международный шахматный турнир «Аквафон Open» собирает в столице лучших шахматистов Абхазии и Юга России. Турнир пользуется большой популярностью как среди профессиональных шахматистов, так и любителей самого интеллектуального вида спорта. В этом году Федерация шахмат, Госкомитет по физической культуре и спорту и генеральный спонсор соревнования компания «Аквафон» вновь организовали большой шахматный праздник. Призовой фонд соревнований в этом году составил 115 тысяч рублей. Также в организацию турнира были введены некоторые новшества. Была создана женская группа. Изменилась и система поощрения участников. С этого года спортсменам, занявшим первое место, в каждой категории вручается денежная премия в размере 15 тысяч рублей, которую участники могут использовать для поездки на международные соревнования. Приз за второе место составляет 10 тысяч рублей, за третье – 6 тысяч, четвертое – 3 тысячи и пятое – 2000 рублей. Также материально поощряются лучшие игроки в 3 категориях – ветераны, школьники и женщины. Международный шахматный турнир «Аквафон Open» – крупнейшее спортивно-массовое мероприятие по этому виду спорта в нашей стране. Следующий год для турнира является юбилейным. В планах его организаторов и генерального спонсора компании «Аквафон» сделать турнир еще более масштабным и зрелищным. А это значит, что ровно через год международный шахматный турнир «Аквафон Open» вновь соберет спортсменов со всех городов и районов страны. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в Гудауте прошел 4-й республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта Тенгиза Пандария, в котором приняли участие более 200 молодых спортсменов. Соревнования проходили в 3 возрастных группах. Следует отметить, что в этом году на соревнования приехали молодые борцы из Сочи, которых тренирует наш земляк, чемпион Европы, заслуженный тренер Российской Федерации Эдуард Мусаян. По итогам турнира в 18 весовых категориях 15 первых мест заняли воспитанники Абхазской школы борьбы. В 3 первенствовали сочинцы. Сам коренной сухумчанин сейчас переехал в Сочи. У нас никогда контакта не теряли. И наши дети борются и приезжают в Гудаут и Сухум. И они приезжают друг друга, чем может, помогаем постоянно, лишь бы наши дети боролись. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью дождь с грозой, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.